Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных его темах. Больше 500 томов уголовного дела и ущерб на 53 миллиарда рублей. Предложено суду признать Мусина Роберта Ринатовича виновным в совершении 6 преступлений. Сегодня Вахитовский районный суд Казани начал оглашение приговора экс-главе Татфонбанка Роберту Мусину. Из зала суда Рамиль Галиуллин. Татарстан выходит на мировой рынок грузовых перевозок. Мы связываем Татарстан с поездами через порт Санкт-Петербург. О логистике, которая поможет экономить, расскажет Алия Хайрудинова. Полон дом проблем. Включить нельзя, жить нельзя. Чем недовольны на Гафури-7, увидел Дмитрий Аренин. Войти в IT. Они ведутся и на бумажном варианте, и электронный вариант. Как интерес к родному языку в Татарстане пробуждают с помощью интернет-технологий, узнал Рамиль Шайдуллин. В семье Мухтаровых случилась беда. Документы не только мои, сыновей, у них вся одежда сгорела. Последствия пожара в селе Татарское Азилеево и как помочь пострадавшим. В репортаже Айгуль Бадрудиновой. 570 томов уголовного дела, тысячи пострадавших и ущерб более чем в 50 миллиардов рублей. Сегодня в Вахитовском районном суде Казани начали оглашать приговор Роберту Мусину. Экс-глава Татфонбанка обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к краху банка. Уголовное дело описывает 6 эпизодов преступной деятельности. Гособвинение просит для Роберта Мусина почти 15 лет колонии общего режима. Из зала суда Рамиль Галиуллин. У зала суда очередь из журналистов задолго до начала оглашения. На итоговое заседание Роберт Мусин прибыл с опозданием в несколько минут. Был спокоен и от комментариев отказался. Точки в этой громкой истории пострадавшие дел ждали 4 года. Дату оглашения переносили несколько раз из-за большого объема материалов дела. Зачитывать начали сегодня в 9 утра. При оглашении приговора одной из журналисток внезапно стало плохо. Людей в зале много, большинство из них представители СМИ. Помощь врачей девушке не понадобилась. Заседание продолжилось через 15 минут. 6 преступлений предусмотрено частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса установил. Экс-глава Татфонбанка находится под следствием с марта 2017 года, когда был арестован. С января 2018 ему изменили меру пресечения. Все это время он находился под домашним арестом. Напомним, Роберт Мусин обвиняется в злоупотреблении полномочиями, вызвавшими крах Татфонбанка. По версии следствия, в августе 2016 его сотрудники с целью получения кредита предоставили в Центробанк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Впоследствии деньги были выведены на расчетные счета аффилированных организаций. После краха банка люди потеряли свои вклады. В отношении Мусина возбудили уголовное дело. Его обвиняют в 6 эпизодах преступной деятельности. Гособвинение запросило для него почти 15 лет лишения свободы. Ранее стороной государственного обвинения было предложено суду признать Мусина Роберта Ринатовича виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных в части 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначено наказание по вышеуказанным статьям в виде 14 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением госнаград. Общий ущерб оценивается в 53 миллиарда рублей. Пострадавшими оказались тысячи татарстанцев. В мае 2017-го был учрежден Республиканский фонд их поддержки и начались выплаты компенсаций. В свое время в Казани было больше 20 отделений банка. Теперь же остался только один. Вот этот на улице Чернышевского. Тогда это был головной офис Татфонбанка. Общий объем материалов уголовного дела 570 томов. Сегодня Роберта Мусина признали виновным по 5 эпизодам обвинения. Оглашение приговора завершится завтра. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Между Татарстаном и Санкт-Петербургом начали курсировать контейнерные поезда. Это означает, что республика выходит на мировой рынок грузоперевозок. С увеличением объемов электронной торговли появляется возможность оперативной доставки импортных грузов на предприятия Татарстана, а продукции местных производителей зарубежным потребителям. До этого Татарстан не был включен в глобальную сеть контейнерных перевозок. За последние годы в республике появились новые распределительные центры и маркетплейсы. Контейнерные перевозки упрощают логистику, снижают транспортные затраты. Экономический эффект подсчитала Алия Хайрудинова. Это порт Санкт-Петербурга. Вот они, первые контейнеры с татарстанским товаром. Из Елабуги в Питер по железной дороге, потом на корабль. Таким образом, из северной столицы контейнеры отправляются зарубежным заказчикам.
Из Елабуги до Санкт-Петербурга 4 суток. Первый татарстанский груз состоял из 57 контейнеров. Несмотря на то, что Татарстан не владеет своим морским портом, мы связываем Татарстан с поездами через порт Санкт-Петербург на дальние направления. Мы работу начали пару месяцев назад и вначале запустили импортные поезда в Татарстан. И сейчас связали импортный груз с экспортным грузом, который дает возможность как и импортерам, так и экспортерам улучшить свою логистику и найти лучшую экономику. Все началось в конце июня этого года. Тогда президент Рустам Минниханов и генеральный директор компании «Майерск», Восточная Европа, Жолт Катона подписали соглашение о совместном развитии международных контейнерных перевозок. Подписан 30 июня 2021 года в городе Казани. Их запуск приведет к росту инвестиций в развитие инфраструктуры и в новые производства. Отсюда увеличение налоговой базы и создание новых рабочих мест. Также ожидается снижение нагрузки грузового транспорта на дорожную сеть республики. До этого практически все эти грузы перемещались по трассе М7. Это снижение стоимости перевозок, это прозрачность, это предсказуемость, потому что эти перевозки, они будут носить еженедельный характер. И вот уже намечен график, как будет состав прибывать в Татарстан, отправляться из Санкт-Петербурга и возвращаться сюда, в грузовой порт города Санкт-Петербург. Так, с начала этого года на электронных торговых площадках зарегистрировались 12 тысяч татарстанских предпринимателей. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Их товарооборот увеличился в 5 раз, превысив 18 миллиардов рублей. Для помощи бизнесменам создан Центр электронной торговли. Появился республиканский маркетплейс. Дело стояло за логистикой, которая помогала бы экономить. Это важный момент как и для компании «Майерск», так и для Республики Татарстан. Потому что мы сейчас делаем первый шаг нашей большой работы, чтобы включить Татарстан в международную сеть перевозок. Эксперты полагают, от такой логистики явную выгоду почувствуют и предприятия машиностроительной и нефтехимической отраслей. Кроме того, малый бизнес региона также сможет отправлять и получать единичные контейнеры с товарами. В планах запустить подобные перевозки в республику и обратно из портов Новороссийска и Находки. Также создадут прямые железнодорожные отправки товаров между Китаем и Татарстаном. Алия Хайрудинова, ТНВ, Санкт-Петербург. Сразу в нескольких районах Татарстана выпали необычные осадки. Жители Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Зеленодольска, Елабуги, Нижнекамска на днях обнаружили странный налет после дождя. На машинах появились белые разводы, на одежде пятна. Одни считают это вредными выбросами, другие – природным явлением. Напомним, такие осадки татарстанцы уже наблюдали в апреле прошлого года. Тогда специалисты объяснили, это была пыль из реагентов, которую сильный ветер поднял с дорог. Я с утра увидел, что такой дождь прошелся. Вроде дождя толком не было и ветра не было, чтобы какую-то пыль поднять. Но действительно, это осадки какие-то, нестандартные. Сегодня только заметил. Объяснений таких нету существенных. С чего он появился. То есть вчера и позавчера не наблюдался налет, сегодня вот появился. Сегодня с работы после ночи пришел, вся куртка белая, я также заметил. И вот выхожу на улицу, машина такая вся белая. Все друзья говорят, весь город об этом уже сообщил. Как нам сообщили в Министерстве экологии, автоматические станции контроля загрязнения атмосферы не показали превышений предельно допустимых концентраций. В Гидромедцентре уточнили, проверка по их линии еще не завершена. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Сегодня ночью и завтра днем по Татарстану ожидается сильный северо-восточный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Как сообщили в Гидромедцентре страны, с понедельника над центром европейской России установится мощный антициклон. Начнется так называемая «золотая осень». В ближайшие дни преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны лишь ночью. В низких местах ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В настоящий коммунальный ад попали жители 7-го дома по улице Мазита Гафури в Казани. В этом общежитии для капремонта сняли крышу, но до дождей работу не завершили, и квартиры начало топить. Горячей же воды в кранах напротив уже долго нет. Произошла авария, подвал затопило, и воду до сих пор не откачали. И, как говорят жильцы, коммунальные службы на их призывы не реагируют, перекладывая ответственность друг на друга. Кто и за что должен отвечать, и будет ли возмещен ущерб, узнавал Дмитрий Аренин.
Когда вода потекла, туда вон наверху воды сколько, начала искрить. А еще посыпались потолки, и вода стала уничтожать имущество. Постель вся мокрая, все мокрое, телевизор не работает, холодильник нельзя включить, все дымит, дым идет, с люстры дым идет, включить нельзя, жить нельзя. На верхнем этаже 45 комнат и везде похожая картина. В общежитии 80-го года постройки летом начали капитальный ремонт. Заказчик — исполком Казани, подрядчик — компания ПАК Групп. В начале сентября вскрыли крышу. Где-то примерно дня 3 они там работали. Потом они это все бросили, пошли дожди. Почему исчезли рабочие, мы поинтересовались в подрядной организации. Потому что дождь идет. То есть это не по технике безопасности не положено в дождь работать? Да. А как вот людям быть? Руководству передали, будут решать вопрос. Как отметили в исполкоме, рабочие на крышу вернутся, а жильцам пострадавших квартир выплатят компенсацию. На данный момент подрядная организация выполняет обход квартир для выявления факта затопления. Подрядная организация готова пострадавшим жителям возместить причиненный ущерб. Приносим извинения за доставленное неудобство. Как говорится, беда не приходит одна. В эти же дни в общежитии остались без горячей воды в кранах. Произошла авария, затопило подвал, и из него повалил пар. У нас тут все эти счетчики, электричество, все счетчики у нас во втором подвале. Мы боимся, как бы не взлетели. В общежитии живут около 300 человек. Обслуживанием дома занимается управляющая компания «Старый город». Как говорят жильцы, их обращение туда результата не дали. 8-й день нету горячей воды. Звоним, они сваливают на водоканал. Мы в водоканал звоним. Водоканал говорит, что управляющую компанию звоните. То есть вот на друг друга они перекладывают. Ничего мы добиться не можем. Мы тоже обратились в управляющую компанию. Там объяснили причину затяжного ЧП. По горячей воде, значит, ситуация какая. Мы не можем туда попасть. Там двухуровневый подвал. И если там сейчас даже получится откачать, сделать горячую воду, увеличится количество воды, люди нижних этажей вообще задохнутся. Там, представьте, канализация с горячей водой. За разъяснением мы обратились в водоканал Казани. Там ответили, разрушился канализационный колодец. Для нормализации системы водоотведения по адресу улица Мазита Гафури, дом 7, предприятием смонтирована временная перекачивающая линия на придомовой территории. По состоянию на сегодняшний день силами МУП-Водоканал по вышеуказанному адресу ведутся работы по восстановлению канализационного колодца. Как отмечают жилищники, на работы по восстановлению водоснабжения потребуется несколько дней. К пятнице к этой теме мы вернемся вновь. Дмитрий Ирина Алмазиединов, ТНВ, Казань. 16 тысяч жалоб поступило от жителей Казани с начала отопительного сезона. Напомним, в этом году из-за холодной погоды он начался почти на неделю раньше прошлогоднего, 16 сентября. Большинство обращений казанцы направили в открытую Казань. Там заработал отдельный портал «Пуск тепла». Остальные жалобы поступили на горячую линию Комитета ЖКХ, районных администраций и в управляющей компании. И, как сегодня заявили в мэрии, без тепла до сих пор остаются 7 домов. В некоторых собственники сами перенесли пуск тепла на более поздний срок. В других завершаются ремонтные работы и оформление документов. Если жалобы доходят до районной администрации, до исполкома, соответственно, мы должны делать выводы, что значит на местах управляющей компании где-то не дорабатывает, оперативно не решает эти вопросы. Я прошу, Искандер Анварович, вас, Дмитрий Владимирович, особо обратить внимание при совещании с управляющим ТСЖ, чтобы оперативно реагировали на те жалобы жителей, которые идут по линии горячей линии напрямую управляющей компании. Оперативный штаб сегодня сообщил о 5 случаях смерти от коронавируса в Татарстане. Это 4 мужчин и 1 женщина. Им было от 57 до 75 лет. В Татарстане сегодня зарегистрировано 62 новых случая коронавируса. 21 человек госпитализирован, 41 получает лечение на дому. Больше всего случаев в Казани – 25, в Челнах – 16. В России тоже продолжается уверенный рост числа заболевших. За сутки 22 236 случаев. Стоимость второй ветки казанского метрополитена перешагнула 2 миллиарда. Когда ждать открытия линии, которая сможет перевозить до 10 тысяч человек в час? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время».
Рустам Минниханов сегодня прибыл в Туркменистан на торжества по случаю Дня независимости. Здесь состоялась встреча с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Как подчеркнул туркменский лидер, туркмено-татарстанское сотрудничество демонстрирует высокий уровень двусторонних отношений и выступает важным звеном партнерства с Россией. Гурбангулы Бердымухамедов наградил Рустама Минниханова орденом Туркменистана Гараш-Сызлык. Президент Татарстана подчеркнул, что воспринимает эту почетную награду как свидетельство неуклонно развивающегося плодотворного партнерства как в двустороннем формате, так и в рамках многоаспектного диалога с Россией. 24 октября состоятся выборы президента Узбекистана. В нашей республике проживает более 20 тысяч граждан этой страны, и они смогут проголосовать в Татарстане. Выборы будут организованы в Казанском консульстве, но для большего комфорта избирателей будет удобно и устроено и досрочное голосование. Когда и где, в беседе с генеральным консулом Узбекистана в Казани узнал Рамиль Шайдуллин. Здравствуйте, Фардин Бадридинович. Здравствуйте. Насколько мы знаем, меньше чем через месяц, 24 октября, начнутся выборы президента Узбекистана. Насколько мы знаем, там представлено 5 кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Так ли это? Да, действительно, в этом году большое политическое событие в Республике Узбекистан. Выборы президента Республики Узбекистан, которые пройдут 24 октября текущего года. Там 5 кандидатов. С каждой партии один кандидат. Узбекскую либерально-демократическую партию представляет действующий президент Шавкат Миромонович Мирзиёев. Как мы понимаем, свой выбор будут делать и узбеки, проживающие в нашей республике. Скажите, сколько их сейчас живет здесь и скольким людям предстоит сделать этот выбор? В Республике Татарстан, как вы знаете, проживают постоянно или временно наши граждане, также находятся здесь и учатся студенты. Если взять сам Республику Татарстан, у нас более 3000 студентов обучаются здесь, они также будут голосовать. Также по гражданам они более 20 тысяч граждан проживают. Все-таки количество немаленькое. Как будет организована работа, чтобы вовлечь их голосовать? Мы понимаем, что не каждый гражданин, находящийся в далеких районах Республики Татарстан, городах, смогут прийти 24 октября проголосовать здесь, в нашем генеральном консульстве. В связи с этим будут досрочные голосования. Мы будем выезжать на места совместно с комиссией, Центральной избирательной комиссией. Вместе мы будем выезжать на эти отдаленные районы, где проживают наши граждане. Что нужно знать избирателю? Что нужно при себе иметь? Какие документы? Избиратель, он до 15 дней начала выборов самих должен или письменно обратиться к нам, или электронно направить на сайт sailov.mfa.uz, это на сайте Министерства иностранных дел, подать заявку, что он хочет проголосовать в том или ином избирательном участке. Если взять Российскую Федерацию, по Российской Федерации у нас будет 7 избирательных участков, это во всех генеральных консульствах, а также посольстве нашем в Москве. Все, спасибо большое. На этой неделе свой юбилей отмечает Академия наук Татарстана. К 30-летию приурочены десятки мероприятий. Сегодня прошел круглый стол по перспективам цифровизации татарского языка. Это электронные учебники, словари и другая методика. Таким образом, знания на родном языке становятся более доступны большему кругу читателей, особенно молодой аудитории. Будет ли востребована наука в новом формате? Ученых спросил Рамиль Шайдуллин. Помочь родной речи стать популярной в интернете – задача сложная, но выполнимая. Над этим работают учителя, методисты и ученые. Сегодня за круглым столом и по видеосвязи они представляют самые яркие решения. Одно из них – электронные словари. Толковые, орфографические, специализированные. Все они представлены на сайте Академии наук в электронном виде. То, что было издано нашими предшественниками, мы тоже по мере возможности включаем уже электронный блок. Сегодня там порядка 40 наименований словарей. На сайте пользователь вводит нужное слово, и на странице сразу появляется несколько источников, где оно представлено. Именно за такими интерактивными возможностями будущее считают учителя и ученые. Поэтому традиционные книги уже читают не все. Школьники предпочитают видеоконтент, те, кто помладше – игры. Именно для них в Татарстане разработали учебники нового формата, существующие не в бумажном, а в электронном виде.
Их разрабатывают в Институте языка Академии наук совместно с Министерством образования. Можно сказать, что электронный учебник – это аналог традиционного бумажного учебника. Но помимо того материала, который размещен в бумажный учебник, туда еще размещены всякие интерактивные игры, тесты в интерактивном формате. Такие книги уже применяются в качестве пособий в Сберклассах, онлайн-платформе, которая действует в татарстанских школах. Также их отправили в Москву для включения в федеральный перечень учебников. Другое решение – электронный атлас. В этот единый цифровой портал внесены больше 7000 топонимов на татарском языке. Кроме этого, ученые разработали и 6 интерактивных карт языков Поволжья и Урала. Связанных с историей тюркских каганатов, с казахским каганатом. В том, что будущее именно за цифрой, уверены в Институте археологии. Представленные ими древние артефакты, связанные как с татарами, так и в целом с тюркской культурой, также оцифрованы и размещены на сайте. В завершении в этом году будет представлена рукопись по изучению так называемой сросканской культуры. Это территории и эпоха кимакского каганата на территории Алтая, относящихся к X-XII векам. Она также найдет свое место на интернет-странице. Раньше, чтобы найти сведения, нужно было часами работать в библиотеках. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. С 1 октября в стране начинается декада пожилых людей. Главная ее цель – привлечь внимание общества к проблемам и нуждам представителей старшего поколения. Для казанских пенсионеров подготовили десятки разных мероприятий. Это бесплатные походы в парикмахерские, в бане, мастер-классы, открытые уроки. В этом году все события пройдут с учетом антиковидных требований. Массовых мероприятий из-за пандемии будет гораздо меньше. Юлия Гоголева подробнее о том, чем порадует пенсионеров. Бесплатный поход в музеи, парикмахерские и бани. Программа декады пожилых людей в Казани уже готова. Для столичных бабушек и дедушек организуют десятки социальных акций и мастер-классов по вокалу, шитью и даже танцам. Душевные концерты тоже будут, но из-за пандемии они пройдут лишь в онлайн-форматах. Мы понимаем, что во главе угла здоровье наших казанцев. В связи с этим принято решение, что мероприятия в рамках декады будут проходить в онлайн-формате. Так, на официальных страницах в социальных сетях учреждений пройдут трансляции праздничных концертов «Золотая осень», «Бабушке и дедушке» посвящается, «Закружила пора золотая», «Мы славим возраст золотой» и другие. Полный список мероприятий опубликуют на сайте Казанской мэрии и районных администраций. А вот номера бань, в которых с 1 по 10 октября пенсионеры смогут попариться бесплатно, уже известны. Сейчас формируются списки парикмахерских в районах, где пожилые казанцы смогут бесплатно сделать укладку или постричься. В районах города пройдут благотворительные мероприятия и акции по оказанию материальной, социальной, бытовой, психологической и иной помощи пожилым людям. Особое внимание мы уделим вопросам здоровья пожилых людей. Одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе, будут посещать врачи общей практики. Приятный сюрприз для пожилых преподнесут и в городском транспорте. В рамках декады в автобусах и троллейбусах будут поздравлять старшее поколение через автоинформаторы. Теплые вечера с приглашением на чай обещают организовать в подростковых клубах и библиотеках. 300 тысяч пенсионеров – это фактически четверть населения нашего города. За плечами у каждого из них непростой путь, поэтому мы всей душой приветствуем поддержку с федерального бюджета, которую направили пенсионерам по решению президента страны, и предстоящую индексацию пенсии. У муниципалитета нет полномочий по финансовому обеспечению пенсионеров, но мы нашли другие формы поддержки пожилых казанцев. С 1 октября заработает и специальная горячая линия по социальным и правовым вопросам. Юридическую консультацию бесплатно можно будет получить 5 октября в правовом управлении исполкома Казани. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В многодетной семье Мухтаровых из села Татарское Азелеево Зеленодольского района случилось несчастье. У них за ночь сгорело все. Дом, сарай, живность, документы. 74-летний хозяин Резван Мухтаров вырастил 5 детей. В момент пожара дома были 3. Все они успели покинуть жилище. Сейчас Мухтаровым очень нужна помощь, чтобы до начала зимы построить дом. Как им помочь, расскажет Айгуль Бодрудинова. Вот здесь дверь, над дверью был небольшой источник огня, небольшой еще был очаг такой. В ту ночь Миляуша Мухтарова была дома со своей сестрой и отцом. Около 3 часов ночи обнаружила, что горит веранда. Позвала на помощь соседей. Они и вызвали пожарных. Смотрит в окно, и пожар. Вот Редвана выгорел. Все горело вот так.
В ночь, когда случился пожар, был ветер, и огонь только чудом не распространился на соседние дома. Как говорят жители этой деревни, спасло вот это недостроенное здание. Оно стоит как раз посередине между соседями и погорельцами. Пожарным удалось сохранить соседние постройки, однако дом Мухтаровых и сараи сгорели полностью. Успели вывести коров, куры погибли. Сейчас, когда уже потеряли, понимаешь, это все-таки родной дом, это родной дом для каждого человека. Вот это, конечно, огромная утрата для всех. Главе семейства Резвану Мухтарову 74 года. В 42 потерял жену и один вырастил 5 детей. 2 проживали с ним в этом доме. На пожаре они лишились и истории своей семьи. Сгорели ценные фотографии, документы. Во время интервью хозяин едва сдерживал слезы. Очень важный. Я же там прожил всю свою жизнь. Что сгорело там важное, ценное у вас? Документы. Самое главное, на землю, на дом. Документы не только мои, сыновей. У них вся одежда сгорела. Мухтаровых пока приютили родственники. Сюда перевезли и уцелевших коров. Жители деревни, прихожане мечети и администрации района помогают кто чем может. Для Мухтаровых уже собрали почти 500 000 рублей. На эти деньги начали возводить фундамент. Копаем под фундамент. Чтобы фундамент поднять, уже залить бетон. После этого уже, если погода будет, то может уже, исходя из материалов, если материалы будут для строительства, может уже стены поднять. Помочь семье Мухтаровых может каждый. Реквизиты счета Резвана Гумаровича вы видите на экране. Они мечтают построить новый дом и встретить зиму под своей крышей. Айгуль Бадрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. Музыкальный хит из любимого советского мультика бременские музыканты исполнили на 11 языках народов России. Премьера клипа состоялась на канале YouTube Russia в рамках проекта «Вместе на своем». На своем родном языке, якутском, татарском, удмуртском и многих других песню на стихи Юрия Энтина исполнили 18 российских исполнителей. Это и знаменитые бурановские бабушки, финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина, участница команды России на Евровидении 2021 Иулина Попова и другие. Aslanım burmam jasnym ozwunny, żółta żmioti leneweta. Это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Больше сообщений на наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго. До встречи. Санатории Татнефти проводят квалифицированное лечение после перенесенных вирусных заболеваний, физиотерапевтическое лечение, теплолечение, восстановление адаптации к физическим нагрузкам, современное инновационное оборудование и отличные условия ждут вас в наших санаториях. Подробную информацию вы можете узнать по номеру 38 63 98. Бомбические цены на товары месяца. Конфеты «Самый умный» 249 рублей 99 копеек. Чай «Чемпион черный» 199,99. Кофе «Жокей Триумф» 99,99. До встречи в Находке. Срок акции по 30 сентября 2021 года. Подробности у продавцов. Здравствуйте! Не успели мы насладиться теплым и сухим воскресеньем, как очередной холодный циклон пронесся по Татарстану с дождями и порывистым ветром. О погоде на вторник чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца сентября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник на юго-востоке в Бугульме, Павлах, Азнакаево прояснится. Днем яркое солнце будет радовать глаз, осадки прекратятся, но холодно, всего 6 градусов выше нуля. Ясно в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, тут также без осадков. Холодный атмосферный фронт понизит температуру и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Днем 8 градусов выше нуля, но небо очистится от облаков, дожди не прогнозируются. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси прохладно, малооблачно, ночная температура около нуля, местами заморозки на почве.
На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске также осадки маловероятны. Температура сохраняется пониженной. В центральных районах будет ясно и без осадков. Дневная температура +7. Циклон затянул холодный воздух, и пока потепления ждать не приходится. В среду вновь набегут облака, но вероятность осадков будет небольшой. 28 сентября в Казани будет ясно и без осадков. Ночная температура всего +3, днем 9 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, порывистый. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%. Магнитное поле Земли спокойное, но погодные условия могут вызвать недомогание. Первый месяц осени не был щедр на тепло и не спешит баловать нас бабьим летом. Одевайтесь теплее и будьте здоровы!